Раз, 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 раз. Как меня слышно, как меня видно. Так, ну что, сегодня у нас будет четвертое, да? Вроде бы четвертое. Четвертое, ну шестое. Погода сейчас в Якутске. Ну, что-то мне не показывает. Ну, по ощущениям градусов 15. 17, 18, так, скорее 18. А сейчас вечер в Якутске. Шестой час. Надо проверить, как стрим идет Вика, ты куда? с телефона. Тут что у нас? Ну, долго стоять надо. Музычку включили. Медведь у него такой здоровый. Глушит всех. Ну что, сегодня у нас среда, да? Среда. Город Якутск. Привет всем с Якутска. Вечер, шестой час. Погодка пасмурная. Было ветрено, но в целом довольно так тепло. То есть люди ходят в маечках. И в принципе нормально. Так, уже 2 человека смотрят, да? Шикарно, шикарно. Так, проверяю, как идет стрим с телефона с этого. Интересно мне, есть ли здесь стабилизация при съемке. Так. Немножко пыльно в городе. Пылью прямо так чувствуется. Дождик бы сейчас какой-нибудь. Дождик бы сейчас неплохо бы полил. Было бы замечательно. Прибил бы всю эту пыль. Вот. Самокатчики. Сейчас они тут гоняют еще велосипедисты. Что-то дорогу эту разбило всю плитку. Тут как будто бы тут какие-то грузовики ездили. Хотя, в общем-то, тут чисто люди ходили. Вон там дом уже по высоте уже скоро достроят, я так смотрю. Потом начнется уже отделка его. Вот едут вдвоем же едут. Смотрите, вдвоем, точно вдвоем. Хотя, в общем-то, я читал, где-то слышал по правилам, что нельзя вдвоем ездить. Но действуют ли правила в Якутске, не совсем понятно. Так, что вы пишете? Привет. И Иван Чувашев, привет. Артем Гришанин. Куда идешь, идущий? Привет. Богдан Янки. Артем Гришанин. Петушки проехали. Уха-Сити. Привет из Севастополя, Крым, Уфы. У нас плюс 25. Но у нас тоже в Якутске тепло. Плюс 18 где-то так вот градусов. С утра был ветерок такой. А сейчас вот под вечер температура нагрелась и уже более-менее так тепло. Хотя было уже тепло, в общем, даже жарко, но недолго. Пару дней, а потом уже погодка начала испортилась, похолодала. Вот это до плюс 7. Ну, а сейчас вот обратно теплеет. Ну, должно, по идее. У нас в июне уже может быть и плюс 30.
градусов, плюс 35. Егор Федосеев, привет. Привет вам всем. Том Манта Джерри. Меня больше бесят нервные наглые водилы, чем самокатчики. Ну, да, но дело в том, что сейчас самокатчикам-то где ездить? Вот по тротуару только, по дороге они не ездят. Сами видите, какой у нас тут трафик. Тут сейчас что-то мало машин. Ну, кстати, здесь обычно тут больше заторы. Вы знаете Усть-Илимск? Усть-Илимск — это Иркутской области, по-моему. Андрей Багдазевич, правильно сказал? Да, добрый день. Привет из Вильнюса, привет из Якутска. Привет. Вот. Пробую новую технику. Как качество. Интересно мне, потом я в записи посмотрю. Нам долго вышел, чтобы проверить чисто технически, как идет картинка, как звук. Но в целом я думаю, что должно быть нормально. Тут хорошо была бы стабилизация в телефоне, тогда картинка была бы не дерганая. Но во время стрима такая фишка отключается, поэтому надо как-то плавно держать или же использовать. О, едет еще. Или использовать стабилизатор специальный, но это уже бандурина такая неудобная. Это таскать это уже стримеры, которые постоянно этим профессионально занимаются, они с такими стабилизаторами ходят, а я так немножко включаюсь, чтобы показать вам Якутск немножечко. Вот это перекресток улицы Петра Алексеева и Лермонтова. Вот сейчас вот так вот выглядит. Пыльновато в городе. Здесь вот торговый центр Вавилон. Остановка. И вот этот новый дом строят. Только так, пошлите. Пойдемте через переходу. Что-то жарко мне. Надо уже будет куртку. Я в куртке иду. Вот куртку. Утром было ветрено. Сейчас уже тепло. Так. Ну вот здесь смотрите, какой трафик, сколько машин едет. Ну, почему-то с фарами зажженными. Наверное, по правилам, да? Вот тут видите, и велосипедисты, и вперемешку самокатчики, и все подряд. И пешеходы. То есть зевать не надо уже. А то наедут, переедут, собьют еще что-нибудь. Ну, постоянно, регулярно вот эти всякие сообщения какие-то. Особенно вот самокатчики, они частенько попадают. Потому что ездят все, кто попало. Особых тут правил уже нету у нас. И поэтому разогнаться можно, дай Боже. А сами видите, у нас еще дороги такие не супер. О, кстати, вот там вот голуби. Сейчас я увеличу. Они на этой. Видите, да, голубей сколько сидит. О, вот в этом доме деревяшки, по-моему, они живут. Здесь их подкармливают. Вот они тут живут. Так, могу уменьшить еще широкий угол. Вот так все. Вера Шевченко. Оренбурге плюс 26, а в Якутске плюс 18. Андрей Боджезевич. Ага, вы давно живете в Якутии? Я тут родился. В Вильнюсе плюс 23. О, прекрасно.
Ну, сейчас лето, июнь, теплый месяц. В принципе, в Якутске уже в это время тепло, даже до плюс 30 температура доходит. Люди даже вешают кондиционеры. Хотя 2 месяца всего использовать в году максимум его, потому что август уже будет уже прохладный, уже где-то с 20-х числа июля уже начинает температура немножко на спад идти. Но сейчас глобальное потепление, непонятно, значит, что ожидать. И сами видели в этом году, какие были трансформации с погодой, с этим, со снегом. У нас, кстати, выпадал вот на этой неделе снег за Полярье в Якутии. Полиция что-то стоит. Авария, что ли, какая-то, или что? Вот, смотрите, видите, да, самокат. Просто вот оставили, и все. По идее, их должны где-то парковать. Какие-то места должны быть. Вот, смотрите, улица Свердлова, как стала выглядеть. Тут раньше деревяшки двухэтажные, а сейчас вот такие вот небоскребы построили. Ну, это по нашим меркам небоскреба. Вот правильно, эти слезли с велосипедов пешком идут, а то некоторые через дорогу перебираются. Магазин хлебокомбината якутского. Я люблю хлеб. Хлеб я покупал, поэтому пройдем мимо. Тут еще вот смотрите, вот эти деревянные дома напротив. Он уже просел. А вон там видно, наверное, не видно. Сейчас попробую увеличить. Видите, да? Коробка такая висит, это холодильник. Кто-то за окном вывесил. И, видать, туда зимой ложит. Вместо холодильника, чтобы дома не ложить. Ну, смысл, да? Ясен. То есть у нас тут, в принципе, минус 40. Постоянно зимой, поэтому холодильник в комнате, в квартире не нужен. Девушка едет более-менее спокойно так. То некоторые гоняют. Но сейчас как-то еще мало их. А то тут я неделю назад ходил, там было столько вот этих вот велосипедистов, самокатчиков. Да по двое там едут еще на самокатах. Город относительно небольшой у нас, поэтому, в принципе, на велосипеде можно его проехать довольно быстро. Угу. Ну, а на машине вот тоже ехать. Смотрите, какие тут заторы. Тут какой-то дом будут строить. Забор сделали, навес. Пройдем быстрее. Плитка вся изнахратилась. А? Что за плитку такую делали? Выбоины сплошные. Сколько, лет 5, наверное. Тут недавно ролик видел. Там один товарищ снял, как плитку ложат в Якутске. Он подошел, говорит, почему вы не на этот горный песок ложите, а на речной песок? Типа по технологиям нельзя. И потому что все будет проваливаться, там, и так далее, ломаться этот тротуар будет. Короче, вот так вот делают. Так, сейчас почитаем. Вы давно же... Так, я ответил, я тут родился. Оренбурге плюс 26, поэтому я не люблю гулять. Том и Джерри. Ага. Не любите гулять? Ну, гулять-то вообще-то надо. Как не гулять?
сидишь, надо, чтобы все-таки была какая-то нагрузка на мышцы, на сердечные там мышцы, чтобы. Поэтому ходить это полезно. И только, конечно, вот сейчас вот я иду, тут по идее надо вот как женщина вот это вот в маске идти. То есть вот этих машин. Ну сейчас вот летом не видно, да? А зимой четко видно, как за каждой машиной там куча выделений этих всяких выбросов ядовитой. А сейчас летом и незаметно это совсем. Вот улица Халтурина, вот это вот. Такая вот. Так, сейчас через переходик надо будет идти. Ладно, тут постоим, посмотрим. Это улица Халтурина. Вот. Это еще КПДшки четырехэтажные, советские, здесь стоят старенькие. Там где-то хрущевки даже вон есть. А это уже дом более-менее... О, смотрите, как он коптит. Ё-моё, сколько от него гадости, а. О, вот так вот пройдешься, надышишься гадостью, потом болезни всякие начинаются. Так, все, пошли. Ну, вот этот товарищ, этот тоже едет. Ох, не слазят, так просто едут. Кто-то слазит, кто-то не слазит. У нас трафик жесткий, да, вон тут улица вся в машинах. Вот где-то вот какой-то мопед. Че Гевара там она. Таким образом, Лермонтовский продуктовый торговый ряд. Вот это вот мясной двор, винный маркет, джаз, мини-блюз, это продуктовый, аптека, аптека не болей, продукты, цветы. Вот, а с этой стороны здесь вот парикмахерская. Тут первые этажи тоже стали делать со всякими этими. Ну, выкупают, да делают там бизнес какой-то. Хотя раньше такого не было. А вот это вот здание, кто помнит, тут был 18-й продуктовый магазин, а сейчас тут от него ничего не осталось. Там, по-моему, жилищная контора какая-то городская. Документы там на квартиру и т.д. и т.п. Вот здесь вот. А раньше так было тут удобно. Он большой, первый этаж полностью занимал продуктовый магазин. И тут, по-моему, вот тут в этом крайнем хлеб продавали, потом там был овощной, следующая дверь, потом мясной, и там общее, там где и молоко, и печенье, и все подряд продавали. Короче, был. Я помню, еще эти бутылки сдавали стеклянные. Кто помнит, тоже ставьте лайк. О, что-то жарко мне стало. Завтра, я не знаю, надо как-то легче делать. Кстати, вот эти хрущевочки Лермонтова 22, вот видите, да, как там отделали балкончики в одном стиле все. И стало красиво. Покрасили его еще. Все бы так дома бы делали, было бы здорово. Так. Саха. Да, Саха. Привет из Магадана. Привет Магадану. Макс Шаман. Российские инновации. Угу. Сахавет Агаев. Владивосток, Магадан. Ну, во Владивостоке я был, кстати, несколько раз. Тут остановка 104-й пригородный, с Кандалас приехал. И сейчас такие большие автобусы, у них, кстати, на газу, сверху баллоны, большой такой отсек, они просторные, внутри стали ходить. Закупили семерочку, тоже большая, тоже сверху эти баллончики на газу ездят, более-менее экономно. Семерка. Домицентр, птицефабрика ездит. Ну вот, дошли мы с вами до перекрестка улицы Дзержинского и
Лермонтова. А там уже дальше Федора Попова. Кстати, я покажу вам новый памятник, тут поставили. Как они гоняют, а? Как он тут гоняет? Так. Тут у нас, как это, банковская называется остановка. Вот, и автобусы останавливаются. Тут куча банков всяких разных. И Сбер, и ВТБ, и так далее. Там Росбанк был, ТБ банк, Хоум Кредит, еще какие-то. Вон там напротив, в этом японском доме там был. Или, есть он, а у нас РГН-банк, банк пенсионеров. Так, ну, смотрите, сколько здесь людей. Сейчас будем переходить с вами. Вот девушка тоже правильно слезла и так вот идет. Кстати, в этом месте дорогу что-то хорошо как-то волнами ее повело. Так, успели, да? Так, вот это от этого перекрестка начинается, вернее, кончается здесь улица Федора Попова. А вот тут когда-то на этом месте был магазинчик небольшой. Сейчас сделали сквер героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Федора Попова. Такой памятник поставили. В этом году открыли его весной, недавно совсем, месяц назад где-то. Вот тут сейчас я вам покажу, локация такая, то есть тут скверик, так хорошо, тут, кстати, деревья какие-то посадили, вижу, или кустарник, сделали скамеечки, плитку положили, плиточку, вот люди так сидят аккуратненько, кушают даже что-то, смотрите. Так, знаете, урны аккуратненькие, да тут что, даже для раздельного сбора мусора, что-то, и вот эти вот качельки, такие вандалоустойчивые, хорошие, тоже. В целом можно сесть, присесть, посидеть, вот березовая, тут роща такая вот еще. Хорошо, что не эти деревья тут не выкорчевали. Вот так вот все тут осталось. Ну, еще что-то садят там. Угу. Вот так вот сделали. Вот таких бы побольше локаций. Они бы побольше еще были, вот, чтобы больше деревьев. Потому что все-таки транспорта очень много и не хватает зелени в городе, чтобы защищать от этого грязного воздуха, что вот этих машин исходит. Смотрите, сколько тут транспорта, полностью вся улица в машинах заставлена. Ну, тут вот такое местечко, хорошие березки тоже. Вот лишь бы их только не коцали, как у нас любят, это что-то обрезают, срезают как-то. Тут библиотека Белинского. Вот она. Сейчас я вам покажу. Тут памятник такой. Книги. Любителю читать. Вот смотрите. Это дерево, да? Вместо листьев книги. Вот парень там сидит. Увеличить вам его. Вот он, видите, книжки читает. Вот сама тут библиотека. Так что можно записаться и ходить, книжки брать, читать. Ну, еще есть библиотека Пушкина. Тоже там, туда можно, но она в центре находится. В самом-самом центре. Это хорошо, что библиотеки живут, развиваются, что можно сходить, там книжки взять, почитать. А то я что-то заходил, сейчас книги-то вообще какие-то сумасшедшие деньги стали стоить. Я не знаю, там
Там рублей 600, 800, 1000. Дороже даже еще. Так. Дальше проходим. Так, нам быстрее надо. Вот тут была раньше стоматология. Сейчас ее перенесли в другое место, городская стоматология. Сейчас тут какой-то для детей какая-то больница, что ли, находится в этом здании. Ага. Дом, да?